Надежда Борисовна, сейчас в Государственной Думе серьезно рассматривается вопрос о штрафовании депутатов за прогулы. Как считаете, есть ли у нас такая необходимость на уровне республики принять такое решение? В Государственной Думе, конечно, большее количество депутатов, и вопросы дисциплины, возможно, там и стояли таким острым образом. У нас депутатский корпус достаточно дисциплинированный. Кворум у нас нет проблем с кворумом. Всегда они отзываются, приходят, участвуют в работе комитетов. И я бы не сказала, что применение таких жестких дисциплинарных мер сегодня требуется в Государственном совете Республики Коми. Степень ответственности каждого депутата и интерес каждого депутата налицо. Сегодня 8 человек. По уважительной причине. Хорошо. Наши читатели интересуются. Два человека, которые тот же Брагин и Ковзель, они уже на протяжении года являются депутатами. Но получают ли они депутатские какие-то компенсационные выплаты? В соответствии с законодательством полномочия этих депутатов Брагина и Ковзеля, они были законным образом установлены. В заседаниях сессии 6-го созыва Брагин, по-моему, в одной сессии принимал участие в установочной, а в остальных нет. Ковзель не принимал ни в одной. Основанием для сложения полномочий депутата Ковзеля Игоря Владимировича послужило не предоставление сведений о доходах и расходах. Он должен был их предоставить до 1 апреля. Этого не случилось, поэтому мы вынесли этот вопрос на заседание сессии. Почему так поздно, наверное? Поздно потому, что шли процедурные вопросы, переписка, его с нами нет рядом. Поэтому на сегодняшний день наступил момент, и мы сложили полномочия. Что касается Брагина, то там мы ждем решения суда. Компенсационные выплаты? Компенсационные выплаты, абсолютно ответственно вам заявляю, ни копейки они не получают. Да, в 5-м созыве да, в 6-м нет. Хорошо. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодня кадровые назначения, которые утверждал корпус депутатский. Были ли какие-то сомнения, может быть, какие-то обсуждения дополнительные по этим кандидатурам? Сегодня депутатский корпус согласовал кандидатуры членов правительства, представленных главой. Вы все и мы все знаем этих людей. Глава республики отработал в единой команде с этими помощниками в течение года. Есть результаты, есть вклад, есть стиль работы, есть перспективы взаимодействия. На сегодняшний день мы только поддерживаем эти кандидатуры, поскольку это не люди приезжие, это наши люди из республики, знают проблемы, знают ситуацию, видят перспективы развития республики. Сегодня еще возник вопрос о неком отчете постпреда перед депутатским корпусом. То есть, нужно ли отчитываться ему, пока что это рекомендательный характер носит. Вы как считаете, нужно ли законодательно утвердить какую-то форму отчета за проведенную работу? Вы знаете, мы за инновационные форматы, но в рамках законодательства. Сегодня на совместных заседаниях комитетов, действительно, когда процедура согласования проводилась, действительно депутаты проявили живой интерес и задавали вопросы представителю в Москве и в Северо-Западе Кёршину и Саришвили. И я думаю, что это право депутатского корпуса, и сегодня очень важно для республики это взаимодействие, поскольку и привлечение инвестиций, и вхождение в федеральные программы, привлечение федеральных средств, и межрегиональное взаимодействие. Я думаю, что это право депутата. На законодательном уровне мы не рассматривали этот вопрос.